Сейчас здесь мелководье и островок. Неделю назад уровень Малого Енисея был намного выше, и именно в этом месте, недалеко от берега, произошла трагедия, где жертвами воды едва не стали 2 человек. Вдруг я услышала всплеск, и кто-то зовет на помощь. «Помо!» Он кричал «Помо! Помо!» Он до конца даже не смог выговорить это слово «помогите». Я поняла, что человек тонет. Услышав крики о помощи, женщина сразу позвонила в службу спасения. Тем временем на помощь кинулся 15-летний Ерлан Оржа, который вместе с другом купался недалеко. Позже выяснится, что тонули 2 родных брата – 21 и 27 лет. Одного спасти не удалось. Я вот не думал, просто нырнул в воду и спас человека. Воздух набирал, потом тоже нырнул, потом я его еле-еле спас. Ерлан признается, что ни на секунду не задумался, спасать тонувшего человека или нет, хотя плавать научился всего 3 года назад. Героем себя не считает, поэтому домочадцам ничего не рассказал. По словам матери Ерлана, он старший из 4 детей. О подвиге сына она узнала от соседнего мальчишки. Я вообще в шоке была, что он за ним пошел. Ну, конечно, человека спас это хорошо, а другое дело тоже, смотрите, он тянул его под воду тоже. Ну, я знал, что у него силы не детские, потому что он дома занимается хозяйством вместе с папой, и гараж строит вместе с ним, и помогает по всему дому. Все хозяйство на его плечах находится. По данным службы ГО/ЧС Республики, на акваториях реки озер Тувы по состоянию на 27 июля зарегистрировано 15 происшествий, при которых пострадало 22 человека. Основной причиной несчастных случаев является нахождение детей возле водоемов без сопровождения взрослых и купание населения в состоянии алкогольного опьянения на диких пляжах. Чинчика Шпукол, РС Хавалык, Илья Сапон, телекомпания «Новый век».